Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Позади меня находится стройка и трубы отопления. Все они держатся на сварке. Да, что говорить, даже мой автомобиль, на котором я приехал сейчас сюда, также держится на сварке. Именно поэтому сегодня я испытаю себя в роли сварщика. Мы подъехали в Тул-центр, где работает один из лучших сварщиков нашего города, сварщик Федор Шкулев. Именно к нему мы заглянем в гости и с помощью него попробуем познать основы этого, на мой взгляд, достаточно сложного дела. Друзья, ну а теперь мы уже непосредственно внутри мастерской, где сегодня этому достаточно, я думаю, на мой взгляд, сложному делу, сварочному, будет обучать меня преподаватель по сварочным технологиям, а также тренер конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia Федор Шкулев. Федор, привет. Давай, ну что, с чего начнем? Наверное, в первую очередь вообще нужно рассказать, что такое сварка? Сварка – это получение неразъемных соединений путем плавления, то есть высокотемпературная, высокоскоростная. Да, то есть бывает два вида соединений, да, разъемные и неразъемные. Разъемные – это на болтах, на этих, и неразъемные – это на клею, сварка там, и так далее. Вот. Мы будем получать сегодня неразъемные соединения. Вот. А также помимо сварки есть еще и наплавка и резка. Ну, это такие смежные профессии. Я вот сейчас ехал, когда на съемке, да, думал, варил ли я когда-либо. Понял, что никогда. То есть я абсолютный новичок в этом деле. Но я думаю, что, друзья, сегодня, возможно, кто-то из вас подчеркнет для себя какую-то полезную информацию. Может быть, это сподвигнет вас на, не знаю, приобретение какого-то небольшого сварочного агрегата для того, чтобы своими руками у себя на территории, в частном доме или еще где-то что-то приварить, да, в том же гараже или, допустим, сделать железный забор. Ну, с чего начнем? Давайте мы сегодня рассмотрим по возможности все виды сварок и начнем, наверное, с обычной, с электродной сварки. Да. Так называемая, как ты говоришь, электродная сварка – это ручная дуговая сварка плавящимися электродами, покрытыми, да, то есть вообще видов сварок существует очень много. Вот. Мы сегодня рассмотрим только три вида. Это ручная дуговая сварка плавящими электродами, полумеханизированная сварка в среде защитного газа и аргонную дуговую сварку. Вот. Начнем с ручной дуговой сварки штучными электродами. Начнем с электродов. Вот. Электроды бывают специальные, да, то есть не все электроды подходят, допустим. Нету таких электродов универсальных, вот, так скажем, допустим. Для углеродистых стали одни виды электродов, для низколегированных, высоколегированных стали, допустим, для чугуна отдельные, да, для нержавейки отдельные электроды. Существуют электроды даже по алюминию. Вот, штучные такие же электроды, покрытые. Вот. То есть это не так, что, вот, допустим, бывает там на стройке, видишь, где-то валяются электроды, думаешь, что они одного типа, то есть для всего подходят. То есть да, надо знать, какую сталь ты будешь варить. Да. Ну, в основном у нас как распространены два вида электродов, да, с двумя видами обмазок. То есть основные электроды, такие как ОНИ 1355, и рутиловые электроды МР3. Вот. Также есть аналоги, да, то есть японские электроды основные это ЛБ52У, а рутиловые электроды это ОК-4600. Как уже говорилось, мы будем сегодня рассматривать МР3, ОНИ 1355. Вот. А китайские электроды мы сегодня рассматривать не будем, вот, потому что
у нас их в наличии нету, мы ими не пользуемся, а брезгуем. Слушай, а насколько они хуже по качеству? Ну, как хуже? Я не пробовал, честно говоря. Вот. Никто не рекомендует их пробовать. Вот. Как бы, там, по-моему, J422, по-моему, у них маркировка идет. Вот. Они не сертифицированы, то есть, не знаю, как они делаются, неизвестно, как они, из чего делаются, да, то есть лучше не рисковать? Да, лучше не рисковать. Вот. Лучше начинающему сварщику начинать, конечно же, с рутиловых электродов. Они намного легче подаются, да. То есть ими можно варить с любого источника питания, то есть с трансформатора, с выпрямителя, с генератора, с инвертора, неважно. То есть, они универсальные? Ну, как бы да, они неприхотливые. То есть мы можем варить на прямой полярности, на обратной полярности. Поэтому начнем с МР. Вот. А УОНИ 1355 это, так скажем, для ответственных конструкций используются, да, то есть они основные электроды с основным покрытием. Вот. У них все характеристики намного выше, чем в МРовских электродах. То есть, но они прихотливые к источнику питания, то есть с трансформатора невозможно ими варить. Рекомендуется варить на обратной полярности, очень требовательны к зачистке металла. То есть не должно быть ни ржавчины, ни влаги, вот, ни каких-то масел. Вот. А МРовские электроды могут варить, да, они не капризные, то есть мы можем взять с улицы, да, детальку, вот, взять и заварить ее. Ну, качество, конечно, будет хуже, чем зачищенная, но она как бы может это делать. То есть для бытовых нужд, например, забор починить там или какие-то что-то к чему-то приварить? Да, обычному обывателю в 99 случаях за глаза хватит МР3. Ну, тогда можем приступить уже к сварке электродами. Да. Так, сейчас я под присмотром Федора попробую надеть сварочную маску, потому что сейчас мы уже приступим к сварке. И самое главное — это защищать свои глаза, правильно? Так, вот по такой подшлемник. Как маленькая шапочка. Все правильно? И потом уже надевается сама маска. Про маску, я думаю, можно поподробнее, да, рассказать. Она, как я понимаю, хамелеон. То есть я, например, закрываю маску, я свободно вижу, ну, как будто вот в темных очках. А в момент сварки она мгновенно становится темной, затемняется. Друзья, надо отметить, что основной профиль Федора — это сварка аргоном. Вот этот сварочник, который сейчас исчез за моей спиной, был взят из сервиса. То есть здесь есть еще и прокат инструментов в этом здании от Тул-центра. Ну, как сказал Федор, вот этот, в принципе, сварочный аппарат может работать также и с электродами. А так это аргонно-дуговая сварка. Ну, все аргонно-дуговые аппараты умеют варить электродами. Это мой выездной, один из первых моих аппаратов. Так он уже как повидавший виды, да? Да. То есть первый мой аппарат аргонно-дуговой был трансформаторный, то есть такая большая бандура, там 150 кило меди с такой крутилкой. Вот, потом купил вот такого вот китайца. Вот. Ну, сварок. Написано сварок, как будто типа наша, но завод Жасик делает. Вот у нас обозначение, то есть аргонно-дуговая сварка на переменном токе, на импульсе, на постоянном токе с импульсом. На переменном токе ручник, вот значок ручника, и на постоянном токе ручник. То есть мы переводим, значит, на постоянку, подключили, значит, соответственно, также электродержатель к плюсу, массу к минусу. То есть получили обратную полярность. Вот. Этот аппарат может регулировать и форсаж, и ток поджига. Да? То есть ток поджига ставим тут в процентах или в амперажах. Да, тут в амперажах она ставится.
То есть поставим, допустим, для профилей 100. Это зависит, вот эти показатели, они зависят от толщины металла, да? Или... Нет, это не основной ток, это ток поджига электрода, о котором мы говорили. Далее продолжительность этого поджига, то есть 0,1 секунда, нам достаточно. Основной ток, сейчас мы будем пробовать, скорее всего, да, начнем с толстого металла, да, допустим. Там уже скорректируем свои токи и форсаж, соответственно, что у нас показывает, да, в процентах, 30% форсажа. И все, настройки на этом закончились. Для новичков следует как бы варить на себя. То есть так проще, да, допустим, поставили электрод, выбрали градус, да, то есть это, соответственно, 30 градусов, ну, грубо говоря, от вертикали. Поставили электрод, по мере сгорания электрода, соответственно, у вас что будет само житься. Вот. То есть начинаем вот таким вот образом. Вот. Представьте, что электрод выгорает, вот, и, соответственно, вы подаете только электрод. Держите только длину дуги. То есть лучшая длина дуги — это короткая дуга. То есть мы не должны ее удлинять. Допустим, большинство сварочных дефектов выходит как раз-то из-за неправильных режимов и из-за неправильной дуги, да, то есть если слишком длинная дуга, появляются, соответственно, поры, туда попадает кислород из окружающей среды. Кислород, азот, соответственно, получаются у нас поры. Когда мы удлиняем дугу, опять же, аппарат не хочет прерывать сварку, то есть дуга не хочет прерываться, то есть это понятное дело, да, то есть поэтому аппарат накидывает напряжение, то есть у нас напряжение холостого хода где-то 60 вольтов, после замыкания она падает до рабочих напряжений, да, то есть 24 там, около этого. А когда мы удлиняем дугу, она подкидывает, там, допустим, 36 там, или 32, то есть вот таким образом он поддерживает дугу. Поэтому мы должны постоянно держать короткую дугу. А по ощущениям ты как бы касаешься все время металла электродом, и он по мере того, как уменьшается, ты чувствуешь это, да? Как мне длина дуги видна, то есть. Я имею в виду, электрод надо держать как бы близко, ну то есть он должен касаться металла или поднят на расстоянии, да? Да, на расстоянии, ну кромками можно там касаться металла и таким образом поддерживать оптимальную длину дуги. И, соответственно, по мере, как вы будете учиться, да, то есть угол электрода будет меняться, то есть в зависимости от задач, допустим. Это, как бы объяснить, это происходит на таком машинальном уровне. Допустим, ты видишь, что у тебя ванна там потекла в другую сторону, ты угол электрода поменял, выдул, да, то есть все это дело происходит уже машинально. Ты об этом даже не думаешь. Это приходит с опытом. Да, это приходит с опытом. Испытано на себе. Испытано на себе. То есть, получается, электрод плавится, и расплавленный электрод попадает в Ванна, да. Это называется ванна, это... Расплавленный металл называется ванна, которую мы должны поддерживать на всем протяжении сварки. То есть она должна на всем протяжении быть одинаковой и, соответственно, не зашлакованной. То есть может такое произойти, то, что шлак попадает, соответственно, под электрод, а шлак хуже, да, то есть расплавленный шлак хуже проводит электричество. То есть когда он попадает под электрод,
аппарат тоже понимает то, что появилось какое-то сопротивление и подкидывает опять же напругу. То есть у нас опять появляются косяки, подрезы там могут быть и так далее, там пористость. И в конце концов может даже потухнуть электрод. Да, то есть залипнуть. Это тоже не есть хорошо. Так, у нас вот такой вот держак, крутилка. Зажимаем вот таким вот образом. Ну, для меня она самая удобная была. Раньше, когда я варил штучными электродами, всегда пользовался вот такими вот крутилками исабовскими. Все, подкрутил, зажал. Итак, друзья, если вы это сейчас смотрите, то наденьте солнцезащитные очки. Сейчас будет очень ярко. Так. Наматываем кабель, соответственно, на руку. Вот, соответственно, берем с внутренней стороны и наматываем, чтобы наш кабель не тянул. Да? То есть, если мы будем так держать, соответственно, вот это вот все движение кабеля у нас будет сказываться на кончике электрода. Вот. А также положение, да, то есть у сварщика должно быть хотя бы минимум 3 точки опоры. Да, то есть рука, либо тело, да, и 2 ноги. Вот. Когда ты одеваешь маску, ты, соответственно, теряешься в пространстве. Когда металл холодный, у нас валик узкий, да, то есть нам надо было еще задержаться чуть-чуть дольше, вот, и по мере введения электрода ускорять скорость, да, то есть введения. Таким образом мы бы получили ровный валик. Друзья, сейчас будет мой первый, не шов, а валик. Первый валик. Поехали. Что это было? Это я должен не, как сказать, как будто электрод залип. Да. Надо было назад отойти, да? Ух ты, сложно. Так. Блин, она когда прилипает. Держи-ка, держи электрод. Да? Вот так вот чирканием. Это магия? Все, понял. Укорачивай дугу. Блин. Укорачивай. Укорачивай еще. Еще. Все, вот так вот иди. Придерживайся, слишком быстро идет. Я же говорю, когда правильный угол электрода, на себя тянуть не надо. То есть ты постоянно давишь что-то вниз. Вот. По мере сгорания электрода, вот у тебя. Допустим, вот этот электрод на такую толщину детальки должно хватить, ну, где-то на сантиметров, не знаю, на 7-8. Вот. Соответственно, вот так. Вот так. Более правильно. Укорачивай. Смотри, ты за пол электрода вот, сколько шва положил. Слишком торопишься. То есть это слишком быстро, да? Да. Так, вот посмотрите, обратите внимание, шов Федора. Соответственно, вот это мой первый шов, но он вообще никакой, да? Валик. Валик. Это третий, второй. И вот, как сказал Федор, вот эта часть еще более-менее подходит для сварки, да, получается. Как бы представления мои о сварке были немного другие.
То есть, во-первых, я думал, что прям касаешься вот этим, как сказать, электродом. На самом деле он достаточно быстро, ну не знаю, по крайней мере, как бы я себе представлял по-другому, электрод очень быстро как бы тает у вас. И, соответственно, надо вот этот момент держать, получается, дугу, да, и чтобы вот она не увеличивалась, и, соответственно, равномерно не только опускать вниз электрод, но еще и вести на себя. То есть вот это все нужно контролировать. Дальше мы будем пробовать сваривать, значит, вот такие вот профиля. Вот, опять же, моровскими электродами с рутилом, да, с отрывом. То есть у нас стойки выставим, давайте, где-то 80, грубо говоря, и будем. Сила тока зависит от диаметра электрода вот, и от толщины деталей. То есть чем больше толщина, тем больше тока. Ну, соответственно, на тройку ты 200 амперов не накинешь, потому что она сама расплавится. Вот, ты начнешь водить, она уже тут будет плавиться. Ну, сама. Поэтому для тройки это от 60 до 120, наверное, где-то так можно применять электроды тройки. Вот. Конечно же, для сварки вот таких вот тонких профилей, тут 1,5 миллиметра стенки, довольно-таки тонкие, лучше же выбирать электроды диаметром 2 миллиметра, 2-2,5, а у нас 3 миллиметра. Это довольно-таки большие толстые электроды для такого металла. Тут подвинемся, чтобы пока на горячую, то есть ванна горячая, ты отрываешь дугу, отрываешь и туда же втыкаешь. В то же самое место. А так можно держать? Да. Так. Вначале держи, пока ванна вырастет. Нагреется. Не, подольше надо держать. Так. Металл успевает остыть. За это время, да? Чуть-чуть. Подольше надо. Опять поторопился, да? Подольше. Так, ошибки. Нормально. Нормально. Ну, токов не хватает для такой толщины. На этом будет нормально. Да, принцип понятен. Так, поменять или Да. эти можно? Понять. Открывай. Что-то пошло не так. Я, получается, чуть-чуть дал больше остыть в ванне, да? И поэтому залипло. Так, поехали. Заново начать или вот с этого сошла? Да, там где шов, там и начинаешь. Прожег, да? Ого. Так, Ну, бывает такое. Чуть-чуть меньше токи. Ой, 60. и я сейчас должен заполнить вот этот. Да, лучше бить вот сюда, вот сейчас. Вот, еще это делаем. Вот. Бить по шву вот,
и аккуратно заполнить, она заполнится сама. А, то есть я в Направляется, шовке, да? вот сюда вот. Пока сюда не надо уходить, никуда, ни сюда, просто Ага, ванна будет сама разрастаться и сплавлять. понял. И так, также отрывисто, да? Так, значит, главное не пережать, не пережарить и не дать остыть. Да. Как, это очень тонкая грань, как я понимаю. Блин, уже, да? Стой. Более-менее, да? Все, Сделал? нормально. О, ну, Ну, чуть-чуть там дырочка. одна дырочка есть, но главное понять суть. Главное понять Да, принцип. при тонких электродах у нас бы, конечно же, получилось лучше. Ну что, друзья, это мой первый в жизни шов. То есть я соединил впервые в жизни две металлические детали благодаря Федору. Но здесь есть небольшой изъян. То есть вот видите, дырочка, да, как бы прожглось. Но если были, в принципе, меньше электроды, и, соответственно, думаю, такого дефекта было бы, наверное, либо меньше, либо вообще не было. В целом очень интересно. Главное набивать руку и получать опыт. Практика, еще раз практика. Сейчас далее мы перейдем уже к следующему этапу. Это, наверное, более распространенные, да, уже сварочные аппараты, полуавтоматические. Полуавтомат далее в программе. Испытано на себе. Испытано на себе. Сейчас на ваших глазах я с помощью Федора познал некие такие основы сварки, но теперь мы перейдем к более популярной, более распространенному типу сварки. Он называется полуавтомат. И, Федор, чем он отличается от электродной сварки? Отличается прежде всего полумеханизированным полумеханизированной функцией, да, то есть проволока подается автоматически, то есть нам не надо электрод держать, да, то есть мы поставили горелку в одно положение и варим, соответственно, то есть подачу проволоки осуществляет аппарат. Вот. Проволока может быть и стальной, может быть и, соответственно, алюминиевой, соответственно, чтобы варить нержавейку, там, алюминий возможно варить, да, то есть там чуть-чуть некоторые режимы поменяли, допустим, можно варить алюминий. То есть полуавтоматом можно алюминий варить? Да, в принципе, можно, допустим, АМГшные алюминии, да, допустим, вот такие листовые, профильные. Ну, полуавтомат очень прост в использовании, то есть открываем газ, выставляем на ротометре расход газа, нам достаточно где-то 10 литров в минуту, и все. У нас сейчас 0,8 миллиметров проволока, то есть довольно-таки распространенная, и можно варить вот такие вот профили, кузов автомобилей, выхлопы, баки, все, что не варится, допустим, бак, допустим, в 1 миллиметр довольно-таки сложно заварить штучными электродами, а полуавтоматом это раскрывано, да? То есть, опять же, на себя можно так варить, можно сяк. Вытаскиваем чуть-чуть проволоку, выставляем ее
токов не хватает. Вот такой вот приятный звук уже, то есть как бы аппарат настроенный. И, кстати, запах получше Но запаха нет. полуавтомата. Или Чуть-чуть есть, как будто озоном, что ли, пахнет. Так, ну что, уровень второй, полуавтоматическая сварка. Так, не наматывает. не наматывай? Она, да. То есть кабель должен быть без петель, без ничего. То есть проволока подается через кабель канал, поэтому она может застрять. Я просто привык на электродах варить, поэтому для меня это новинку, да? Так, здесь уже как-то вот так, да, можно держать? Да. Ого. Не, нажимаешь. Нажимаешь? Да. Говори, да? Нужный. Вот. Нужное расстояние берешь, ставишь и нажимаешь. Прямо прикасаюсь, да? А? Прикасаюсь к металлу. Да, можешь прикасаться, можешь не прикасаться. Да. Прыжок. А в целом Самым проще, да? проще. А так шов нормальный. Как называется? Валик. В конце прожжевки я замедлился, да, получается? Нет, там она набрала температуру и, соответственно, надо было останавливаться. Гораздо проще, и электрод не прилипает к металлу. В общем, если у меня будет свой частный дом, хозяйство, то я возьму полуавтомат. Буквально 30 минут назад я думал, что возьму электродуговую сварку. Кстати, я не вижу. А, нет, попал. Когда начал варить, думал, мимо шва, что ли. Ну что, друзья, можно сказать, что шов официально сделан. Эту можно так просто класть. Хоть как. Обратите внимание, друзья, вот это я, как новичок, проварил, соответственно, электродами с такой вот дыркой. А вот это очень даже комфортно, достаточно быстро и легко проварил с помощью полуавтомата. Друзья, ну что, сварку электродом мы потихоньку освоили, базовые знания. Сварку полуавтоматом тоже. Далее у нас третий этап – это сварка аргоном. Это непосредственно то, на чем специализируется Федор. Оставайтесь с нами. Сейчас мы переместились в другую часть мастерской Федора, и здесь мы уже видим аппарат для аргонной сварки. Федор, тебе слово. Так, у нас, так как это мой основной аппарат, тут брендированный, брендовый аппарат, вот, чистокровный немец, ЭВН. Соответственно, аргонно-дуговая сварка получила свое название благодаря инертному газу аргон, который надо подключать к аппарату, чтобы варить сплавы алюминия, нержавейки, там, все что угодно, в принципе, можно варить аргонно-дуговой. Но в большинстве случаев я варю только нержавейку и алюминиевые сплавы. Смотри поближе, чтобы... Получаем сначала ванну расплавленную, жидкую. Вот. Вот, жидкая ванна получилась, подаем.
Таким вот образом подаем присадку и получаем валик. Соответственно, у нас длина дуги должна составлять где-то 5-6 миллиметров. Вот, и таким вот образом получаем. Ну, вот смотри, ждем, пока вот это все расплавится сначала. Сразу не подаем. То есть, если мы будем держать присадочный материал слишком близко, она расплавится и превратится, сейчас покажу, как она превратится в шарик, да, допустим, если отсюда начинаем. Что-то у меня не получается накосячить. Слишком профессионально. Ну, вот такие вот, как бы, незащищенные сейчас. Материал должна производиться 90 градусов. Вот смотри, если вот держишь где-то 10 градусов относительно от вертикали, ты должен подавать вот такие, ну, никак не здесь, не так. Вот. Она будет плавиться, то есть ты будешь подавать. Она сверху. Да, она вот тут, шарик появится. Ты, соответственно, 90 градусов должен подавать по возможности. Тебя волнуюсь? Так, поехали. Не отрывай электрод никогда. Держи до конца. Отпускаешь кнопку, держишь. Вот, видишь, ты перегрел металл. Ага. Это из-за чего? Из-за того, что я медленно вел? Да. Главное, присадку не воткнуть в сам электрод. Надо на край ванны. Ты хорошо подавал, по идее. С первого раза обычно студенты постоянно бьют в электрод. А что будет, если... А? А что будет, если в электрод задену? Ну, электрод надо будет перетачивать. Плюс еще линзу можешь испортить. Все, понял. Поехали? Да. Стало нагреваться, да? Стала падать. Ну, Так, ну, я считаю, что-то она слишком легко получается. да? Да. Так я вон сколько уже учусь, целых 2 часа. В смысле, это хороший результат для Да, новичка? очень хороший. Обычно студенты тратят на это, не знаю, очень много времени. Может это? Мне надо в подмастерье к тебе на подхвате. Слушай, ну мне тоже нравится вот этот вот шов. Может, знаешь, с чем связано? Я вот послушал, просто какой-то ритм надо поймать, мне кажется, да? Вот, да. Вот смотри, какая чешуйчатость. Вот. Скорость подачи и Покажи на камеру. вот, подача и, соответственно, ведение горелкой, да, одинаковое. То есть получается одинаковые чешуйки. Пассатижами лучше. Вот, еще горячая. Вот. То есть у тебя Тут надо было ускориться, да? нет, немного? двигаешь плавно, подаешь разово. Вот. Там, где подавал, большие чешуйки есть. Видишь? Вот. А идешь плавно. То есть я резко иду, передвигаю. Вот у меня чешуйчатость вот такая красивая. Понял. То есть я то, что этой рукой как бы медленнее вел Да. плавно, а ты как Присадку подал, все, передвинул. передвинул. Ну-ка я попробую так чисто. Или это опять нагрелся? Не, нормально.
Тогда я подаю присадку и потом Да. передвигаю. Ну, на сантиметры не надо двигать. Там, Пол, да, 5 миллиметров 5 миллиметров сдвинулся. по ощущениям, да? Что там? Как-то так. Слушай, ну круто. Я думал, вообще не получится. Так, ну валик, я так понимаю, на твердую четверку, да, это Ну, на пятерку. на пятерку? Класс. Вот у меня будет частный дом, я обязательно возьму сварочный по аргон, сварочный аппарат. Сложность получения стыков – это прихватки. А его не надо там прижимать чем-то? Обычно ванна, дуга уходит в одну из деталей. Поэтому она ушла, ты должен Скорректировать? скорректировать ее. Вот такую вот прихватку сделали. И с этой стороны сам сделаешь. Я тут сделаю еще одну прихватку посередке, чтобы она не ушла никуда. Вот. И все, так же как бы катаем валики и идем. Красота. Не отрывай дугу. Да. Ты таким образом допускаешь кислород. Окисление. Да, она окисляется уже, видишь, цвет поменяла. А так прихватку нормально. Уже получилось. Теперь шов пошел, да? Немного кривовато. А в целом, Очень даже хорошо. да? Да. Скрытый талант сварщика есть у меня, да? Наверное. Действительно, друзья, на сварке, можно сказать, держится абсолютно все, что нас окружает. Это и автомобили, и дома, и какие-то, не знаю, что еще, система отопления. Куда ни глянь, везде сварка. Ну и сегодня, я думаю, по крайней мере для себя, я подчеркнул очень много информации благодаря Федору. И хотелось бы вот коллекцию моих первых швов показать вам. Значит, вот этот с небольшой дырочкой, это, соответственно, шов электродом. Электродуговая сварка. Электродуговая сварка. Второй шов я сделал полуавтоматом. Видите? Так, и вот мой шов аргонной сваркой. То есть для себя сегодня я открыл на самом деле очень много нового, интересного. Ну, Федор мне поставил 5. Вот с этой стороны, видите, красивый шов Федора. Вот это мой. Пятерку заслуженно мог бы получить, да.
Поэтому, друзья, ну что, всегда интересуюсь чем-нибудь новым. Для вас был проект «Испытано на себе». Сегодня я испытал себя в роли сварщика. И также Федор Шкулев, которому огромное спасибо за то, что он провел для нас этот небольшой мастер-класс. Оставайтесь с нами, здоровья, счастья и до новых встреч! Испытано на себе.